В новом сезоне сыктывкарский строитель будет играть в высшей лиге с новым главным тренером Эдуардом Надиковым и составом, сформированным главным образом из воспитанников местной школы хоккея с мячом. Об этом стало известно на неформальной встрече спортивной общественности с главой республики Владимиром Уйба. Команда получит название «Строитель Сыктывкар». Сейчас решается вопрос о будущем директоре клуба. Напомним, строитель переводит в статус автономной некоммерческой организации с единственным учредителем Министерством спорта Коми. К слову, решение о том, что команда в новом сезоне будет играть в высшей лиге, далось непросто. Вы поймите правильно, это дети. И если их сейчас запустить в Суперлигу, вы поломаете им всю психологию. Все те ребята, которые есть, им нужно набираться опыта и мастерства. И чтобы не произошло через месяц, когда мы поедем на кубок, и они скажут: да мы больше не хотим играть в хоккей. Отступить, чтобы потом идти вперед уверенно, потому что надо воспитывать своих ребят. Потому что если наши ребята еще птенцы, я называю их птенцами, это 5-й год, 4-й, 3-й год рождения, выйдут играть с такими командами, как Хабаровск, Красноярск, болельщики уйдут, просто они не будут смотреть. А разрыв между высшей и Суперлигой очень большой. Тренеры надеются, что, набравшись опыта в высшей лиге, через 2-3 года строитель Сыктывкар сможет вернуться в Суперлигу по спортивному принципу. Владимир Уйба заверил, правительство региона сделает все для того, чтобы команда развивалась и добивалась высоких спортивных результатов. Клуб имеет многолетнюю историю, с ним связаны имена игроков и тренеров самого высокого уровня. В Коми создана достойная школа русского хоккея, где занимаются сотни детей.